Служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека. Не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот, кто был солдатом. В армии призывник проходит не только суровую школу жизни, но и приобретает верных друзей, мужает, духовно и физически крепнет, закаляет характер, становится выносливым и дисциплинированным. Первый день призывной кампании по традиции начался с возложения цветов к мемориалу погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии. Юноши призывного возраста из-за ситуации с распространением COVID-19 соблюдали дистанцию и были в защитных масках. Хочу пожелать всем удачи. Каждый мужчина должен дать долг своей родине. Считаю это нормальным, абсолютно. Каждый должен это сделать. Среди сегодняшних призывников немало тех, у кого отцы и деды сражались за свободу и независимость Абхазии. Есть и те, чьи близкие так и не вернулись из сражений. Этот факт делает стремление молодых людей служить в армии родной страны особенно ответственным. И, конечно же, в этот день родные и близкие были рядом со своими уже взрослыми детьми. Было много пожеланий и напутственных слов. Первым долгом я хочу поздравить всех молодых ребят, которые первым этапом отправляются в армию. Естественно, мы тоже отслужили, и мы знаем, что такое служба, а тем более здесь они будут служить своей родине, и думаю, что они достойно себя покажут. Я очень довольна, что мой сын будет защищать нашу родину. Я желаю всем призывникам удачи, чтобы охраняли нас, и мы будем спать спокойно. Спасибо большое. После церемонии призывники отправились в республиканский призывной пункт для прохождения медицинской комиссии. У входа в военный комиссариат им измерили температуру. Ранее, 18 апреля, российские военнослужащие, оснащенные средствами индивидуальной защиты, провели дезинфекцию всей территории Сухумского военного комиссариата. В частности, было обработано помещение призывного пункта, а также наружные стены здания. Подготовленный контингент призывного ресурса прибыл на первую отправку. Нам, Министерством здравоохранения республики и, соответственно, и штабом антикоронавирусной борьбы были выделены маски, антисептики, перчатки. То есть все условия для того, чтобы, значит, соблюдать все нормативы, которые перед нами были поставлены. У нас был переоборудован с помощью администрации города сборный пункт, когда врачи сидели, значит, в одном общем зале. А сегодня они все закрыты друг от друга, то есть таких контактов нету. Призывник отдельно один заходит к врачу, один врач другому не мешает, один призывник с другим не контактирует. Все это соблюдается. Мы уже проводили районные городские комиссии. Мы маленький опыт имеем. И сегодня этот опыт будем продолжать и соблюдать все правила безопасности в первую очередь. Призывники прошли визуальный осмотр сразу у нескольких врачей, где каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника по итогам исследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра. Весенняя призывная кампания будет проходить до начала июля. Призывники, в свою очередь, перед отправкой в военные части пройдут трехнедельную подготовку в учебном центре. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.